день, и будет у нас необычный урок. У нас гости, и будем участвовать как? Активно! Молодцы, вы у меня такие всегда активные, энергичные, да? Мы уже делились на 3 группы, и каждая группа, ребята, за каждый правильный ответ получает по одному смайлику. И в конце урока посчитаем, у кого их больше, то есть больше смайликов. Понятно вам, да? Значит, выиграет та группа, которая, значит, получила побольше смайликов. Сюда смотрите, перед вами стоят букет цветов. Как их называют? Называются они. Как называются? Вот эти цветы, ребята. Ваши перед вами цветы — это подснежники, да? Они когда появляются? Весной появляются, да? У нас какое время года? Весна. Весна, да? Весенний день. Солнце немного пасмурное, но у нас настроение какое? Хорошее, отличное настроение, да? Значит, тогда давайте-ка скажем друг другу немного пару комплиментов, а? Например, я начну. Вы сегодня, ребята, такие милые, красивые. Кто из вас будет? Филипп. Вы очень умные и активно участвуете, отвечаете отлично. Все. Скажем. Спасибо. Кто из вас будет? Жасмин. Вы очень красиво выглядите, и сегодня вы отлично Поучаствуете, да? Спасибо. Страшный, да, когда человек скажет такое слово. Кто из вас будет? Я. Аслай. Вы очень хорошая учительница, я вас очень Ой, мне да? Да, я желаю вам много-много удачи. Ой, спасибо, да? Взаимно все, да? Значит, настроение у нас отличное, да? А знаете, ребята, в начале учебного года мы приняли золотое правило, да? Мы не забыли об этом, да? Будем сохранять эти правила по ходу урока, да? Да. Это какой кабинет? Кто скажет? Кабинет какой? География. Это кабинет географии. А вот это что, ребята, вам это знакомо? Это географическая карта. Это карта, да? Географическая карта Кыргызской республики. Там живут люди. Мы живем, да? А рядом с нами кто живет? Кроме человека. Кто живет? С нами живут животные, птицы. Рядом с нами живут животные. А кто знает? Животные делятся на какие группы? На 2 группы. Один Домашний, а второй вторая. дикий. Вторая группа — это дикие животные. Сюда смотрите, пожалуйста. Пожалуйста, сюда смотрите. Это группа диких животных. Третья группа. Кто это? Медведь. Медведь. Живет где? В лесу. В лесу, в горах живет, да? Вторая группа. Вот это кто? Лиса. Вторая группа. Лиса. Первая группа — это волк, да? Да. Значит, они живут в лесу и в горах живут, да? А это какая группа животных? Кто скажет? Домашние животные. А они где живут, ребята? Рядом со мной. Сарае. Они живут в нашем доме в сарае. Значит, с нами живут, да? Они с нами живут. Знаете, как их называют? Да. Кто будет? Кумамбек. Это кто? Это осел. А Это корова. это лошадь, это ворон. И так далее, да? Они рядом с нами, они к нам близко живут, да? Знаете, какое животное есть? Рогатые, то есть листья. Рогатые, кто знает? Там. Корова, коза. Коза, да? Корова и коза у нас рогатые животные, да? А их детенышах кто знает? О их детенышах. Как называется детеныши этих животных? Кто? Аклай?
Аслай? Детеныши это животных. У коровы. Мгм. У коровы. Кто? Талант? Теленок. У коровы теленок, а у козы козленок. Значит, вам тоже один смайлик, вам тоже, потому что вы тоже отлично отвечали. Козленок, да? Ребята, раз мы начали говорить о животных, тема у нас будет какая? Тема у нас будет какая? Два козла. Значит, о животных будем говорить, да, сегодня? И теперь сегодняшняя наша тема – это два козлика, и это смысловая тема, а грамматическая тема «Откуда? Куда?». Когда? Но прежде чем приступить к новому уроку, мы определяем цель сегодняшнего нашего урока, да? Мы на каждом уроке принимаем цель урока. Сюда смотрите. Если в конце урока мы научимся составлять предложения, отвечая на вопросы «откуда?», «куда?», если мы самостоятельно можем. Вторая у нас цель. Если в конце урока мы узнаем отличие домашних и диких животных и к чему приводит непослушание, тюльпаны, к чему приводит. Третья у нас цель определим, где обитают, то есть живут эти дикие и домашние животные. Если узнаем вот эти три цели, тогда мы достигнем поставленной нами цели. Вам понятно? Да. Всем понятно? Значит, вернемся к вопросам откуда, куда. Сюда смотрите. Здесь обратите внимание на сюжет этой картины. Это сюжетная картина. Здесь один день этого мальчика нарисовано. А кто знает? Я. Как его зовут, этого мальчика, кроме Беки? Как его зовут? Может, его назовем Айдар? Айдар назовем, да? Это значит один день Айдара. Так называется, да, наш текст? Начнем. Третья группа. Это что? Это дом Айдара. Это дом Айдара. Садись. Вторая группа. Айдар вышел откуда? Айдар вышел из дома. Из дома он вышел, да? Первая группа. Куда он идет, да, теперь? Айдар идет в школу. Это школа. Айдар идет в школу, идет. Молодец, совершенно верно. Третья группа. А он вошел. Куда он вошел? Кто скажет, да, Клай? Он вошел в классе. В классе, да, разве? Ошибка есть у нее или нет? В классе вошел. Он. У него есть ошибка. У нее. Не будет В классе. Класса. Классе, да? Класс. Он вошел в класс. Садись. Вторая группа. Откуда он достал вот эти все ручки, тетради, книжки, учебники? Откуда достал? Из сумки. Из сумки достал учебник, книжки. А первая группа, куда он положил эти книжки? Директор? Айдар положил эти книжки на парту. На парту или на стол можно, да? Молодец, совершенно верно, садись. Третья группа. Учительница. Учительница. Куда она вошла? Акпай. Куда она вошла? Кто знает, Аклай? Учительница вошла в класс. Учительница вошла в класс, вошла, да, она? Когда учительница вошла в класс, Айдар уже был готов к уроку, да? Садитесь, молодцы. После этого урока вторая группа. Он откуда вышел? Вышел откуда? Это вот, ладно? Встаньте, пожалуйста. Он вышел из класса. Он вышел из класса. Вышел, да? Садись. Первая группа. Она
В дом, да? К дому. Мгм. И к конца урока он пошел к своему дому. После урока пошел Домой. домой пошел, да? Значит, походу, мы знали, да, что один день этого мальчика, да? Да. А как вы думаете, какой он мальчик, а? По вашему мнению? Айназик, какой он мальчик? Он хороший. А почему вы думаете, что он хороший мальчик? А может, он плохой? Потому что он все делал правильно и слушал учителя. Не опоздал. Главное, Да, слушался учителя, никогда не опаздывал. Значит, собирайте, пожалуйста, вам прикрепляйте туда, пожалуйста, сюда. Прикрепляйте. И теперь обратите внимание, то есть слова, ребят, слова женского рода, они имеют окончание «я». Когда они отвечают на вопросы откуда, куда, у них окончание изменяется. И, например, Москва. Москвы. Из Москвы. Например, из книги. Когда они отвечают на этот вопрос. А слова женского рода, когда отвечают на вопросы куда, у них изменяется окончание на ю. Например, я поеду в Москву. На Украину. Да? И слова мужского рода, у них какое окончание? И слова среднего рода о-е. У них, когда они отвечают на вопрос откуда, у них окончание а-я изменяется. Например, Бишкек приехал из Бишкека, вышел из класса. Когда они отвечают на вопрос куда, у них не изменяется окончание, остается таким же, как было раньше. Например, у вас такая ошибка была в классе, так нельзя. Когда отвечают на вопрос куда, у них не изменяется, потому что они не одушевленные. Молодцы, совершенно верно. Мы знаем, да? И по ходу урока мы употребляли именно какие предлоги, ребята? Какие предлоги употребляли? По ходу урока, кто знает? Предлоги, то есть с вопросом откуда употребляются какие предлоги? Курманбек? Из. Откуда? Из. Или с. Можно так? Например, на Исипуля приехал, да? А с вопросом куда употреблялись какие предлоги? Куда? Курманбек? С вопросом куда? Куда? Вопросом. Вы на. Вы? На. Знаем, да? Молодцы, совершенно верно. Вам по одному смайлику дам. Молодцы. Возьмите, вам тоже. Ребят, мы можем, да, работать по ребусу? Да. Да, например, да? Значит, вам сейчас раздам вот эти ребусы. Писать будем в тетради, число уже написано, да? Работаем. И постарайтесь, чтобы вы побыстрее закончили, да? Возьмите в группах, работаем. И именно закрепляем ту тему, какие предлоги, это бассейн. Какие предлоги именно там употребляются? В или на? Пишем. Пишем, ребята, пишем. Молодец. Какие именно там предлоги, да? Обратите внимание на предлоги. Да, пишите. Ребят, заканчиваем. Красиво пишем, да, Курманбек? У тебя хочет, да? Съемчик такой. Пишем. Заканчиваем. Все, ребят, внимание сюда обращайте. Это ваш репс, да? Кто будет читать это? Курманбек. Кто это? Айда идет на площадку. Почему на площадку? Потому что он футболист. Он футболист на площадку идет. Молодец. А почему ты употребляешь предлог «вы»? Внимание сюда обращаем. Это не может быть Айдар
площадку нельзя, да? Да. Потому что это не закрытое место, да? Да. Когда говорим о закрытом помещении, тогда употребляем предлог вы. Молодец, садись. Второе предложение. Аклай. Угу. Кто это? Аида. Угу. Аида вышла из школы. Школы, да? Молодец. Все так написали, да? Значит, вторая группа, первая группа, успокойтесь. Вторая группа, кто будет читать? Это ваша, да? Ваш текст, да? А, вот это, да? Угу. Учитель идет в библиотеку. Библиотеку. Идет в библиотеку, да? Угу. Второе предложение, кто будет читать? Курманбек. Сестра идет в бассейн. В бассейн идет, да? Можно и так. А, вот это, да, ваш текст? Угу. Там, первое. Айдар идет на стену. На стену? Нет. У вас ошибка, оказывается, это стройка, да? У вас стройка. Угу. Айдар идет на стройку. Недостроенное же помещение это. Второе, Байтур. Алина пошла в магазин. Алина пошла в магазин. Теперь знаем, да, где нужно и можно употреблять предлоги вы и на, да? Ребят, значит, у вас один смайлик побольше будет, у вас немного поменьше будет, потому что вам один смайлик, у вас первый вопрос неправильный был туда. Это вам, а это вам. Теперь, ребят, устали? Вам хочется поехать куда-нибудь, а? Да. Со мной будете поехать на экскурсию? Да. А давайте-ка сегодня на Джайло поедем, а? Можно, да? Да. Хочется на Джайло? Да. Тогда, ребята, руками все закрыли глаза, руками закрыли. Руками закрой, закрой глаза. Закроем глаза руками. Молодцы, да? Закрыли. И мысленно сейчас мы поедем на Джайло поедем, да? Утром выйдем откуда? Из дома. Из дома выйдем, да? Пойдем куда? Выйдем из дома, пойдем в школу. В школе собираемся, потом сядем в машину сядем, да? В машину сядем. Едем на машине. Вот так у нас машина такая тоже, да, крутая. И вот, приехали, да? Откроем глазки. Вот смотрите, наше Джайло. Очень красивое, да? Посмотрите сюда, пожалуйста. Красивое действительно, да? Кто скажет мне, пожалуйста, здесь пасутся какие животные домашние? Жасмин? А? Что ты видишь? Домашние лошадь и корова. Еще кто там? Баранцы. Баран, да? Лес есть здесь? Да. Какой красивый лес, а, действительно. И что ты видишь, Али, еще? Что ты видишь здесь? Здесь что видим, Телек? Диких животных. Диких животных еще видим, да еще. Еще. Арлен, что видишь ты здесь, Арлен? Что видно тебе здесь? Еще юрты там, да? Красивые юрты. Айназик? Лес видим, ладно. А знаете, ребята, хотите услышать, ребят, какую-нибудь сказку вам хочется услышать? Да. Здесь, среди гор, ребята, паслись такие козы. Быстренькие, шустренькие, прям непослушные они были, ребята, никогда не послушались. И однажды такой случай, что они отделились от стаи, они не слушали свою маму и пошли на перегонки. И вдруг они очутились в обеих сторон такого узкого моста. И не хотели они друг другу уступить дорогу, не хотели, они же
А вам понравилась эта сказка? Да. Жасмин, тебе понравилась сказка? Да, это же сказка. Да, потому что мы узнали, что мы не должны быть послушными, мы должны всегда быть дружными. А у вас какое-нибудь мнение осталось у вас? Какое-нибудь мнение после такой сказки «Талант»? И мы должны быть любезным человеком. Друг другу, да? Значит, надо, сделаем такой вывод, что надо человеку обязательно быть, слушаться мнение других, да, слушать надо еще, слушаться мама. Сюда смотрите, пожалуйста. Здесь Козик не такой упрямый. Козик слушается маму, и с ним не случилось никакой беды, да? Значит, мы не станем непослушными детьми. У нас случается что с нами? Что будет, да? Кто скажет, да, если плохо? Нам будет плохо и если мы раним руки или ноги, нам будет больно. Больно будет еще. Значит, непослушание, кто скажет, приводит к чему приводит, да? Жасмин? К какому результату какого-нибудь дела Еще оно приведет к тебе беду, которую ты не можешь излечить. Не можешь исправить та ошибку, ту ошибку, да? Молодцы. Вам понравилась эта сказка, да? Да. Когда я прочитала всю эту сказку, мне тоже очень понравилась она. Вернемся, пожалуйста, к нашим... Нет. Сегодняшнего нашего урока. Смотрите сюда. Значит, мы знаем, да, как надо правильно ответить на вопрос откуда куда? Да. Какие окончания употребляются, знаем? Да. Можем ответить, да? Второй вопрос. А мы знаем, да, что по ходу этой сказки, прочитая эту сказку, что к чему приводит непослушание? Знаем, да? Да. К беде приносит. А где обитают дикие домашние животные? Тоже знаем, да? В лесу. Дикие звери живут в лесу, а домашние звери дома. С нами живут, да? Молодцы. Теперь, ребята, посчитаем смайлики. У вас сколько смайликов? 3. У вас сколько? 5. 5 смайликов у вас? 5, да? Ребят, вы сегодня очень старались, но иногда в жизни тоже такое случается, да? Иногда не получается, а иногда получается. А вы обе группы уже, у вас по 5 смайликов, вам всем ребятам сегодня, кто говорил, кто отвечал, поставлю 5, да? И теперь вам домашнее задание. Берите вот такой листочек, здесь напишите, как вы хотели бы закончить эту сказку. Конец этой сказки, да? Может, вам хочется бы закончить эту сказку, да? До свидания, можете выйти. До свидания.